Управление Роспотребнадзора совместно с Россельхознадзором усилит надзор за исполнением именно по бахчевым культурам. Полосатая ягода под прицелом проверяющих качество. Как бы умело бахчевые не крутили в руках покупателей и продавцы, определить на глаз невозможно. Убедиться в отсутствии химикатов можно только после лабораторного исследования. А значит, у всех, кто реализует эту любимую многими культуру, на руках должен быть специальный протокол. Заключение хомищиц. Не получали? Что не получили? Соблюдает. Полоса у нас есть. Продавец не до конца понимает, чего хотят и что требуют от нее надзорные органы. Но, как и ожидалось, необходимых документов на бахчевые у нее не оказалось. Арбузы располагаются на полу. Это еще одно нарушение. А значит, сотрудник Роспотребнадзора выписывает протокол и разъясняет, что необходимо сделать первостепенно. Вы можете обратиться в ФОГУС, Центр гигиены и эпидемиологии. Там у вас возьмут отбор пробы и вам выдадут, если ваша продукция соответствует всем требованиям действующего законодательства, то вам выдадут лабораторное заключение. А без документа, подтверждающего право качества, безопасности этого товара, хасна, поэтому надо будет получить. Сегодня подтвердить факт того, что данная продукция, она качественной безопасности, не представляется возможным ни с вашей стороны, ни с нашей стороны. Сотрудники Россельхознадзора и Роспотребнадзора по поручению главы Ингушетии проверяют как магазины, так и стихийные торговые точки. Правда, их владельцы, увидев людей в погонах, скрылись, оставив арбузы в открытом доступе. Сюда специалисты еще вернутся, а пока направляются на центральный рынок Назрани. И здесь история повторяется. Документов на продукцию нет. В любом случае, этот документ вам надо будет получить. Почему? Потому что мы не знаем, насколько безопасен ваш сегодняшний товар, который вы реализуете. Честно, я скажу, это два я дома хотите кушать, два просто... У нас мероприятие проводят с целью того, чтобы вы в курсе были, что нужно соблюдать эти меры. Продавцы всю ответственность перекладывают на владельца товара, которого, как всегда, нет на месте. Все крайние, кроме самих реализаторов. Норма нитратов и пестицидов в каждом килограмме этих ягод не должна составлять больше 60 миллиграммов. Бахчевая культура у вас, которая реализуется, получили вы лабораторное заключение на эту продукцию? Имеется? А есть документ, подтверждающий качество безопасности? Да, все документы. Нужно будет показать. Почему? Потому что данная культура при реализации, до реализации нужно получить документ. Санитарно сделал, есть документ. И работаем, аренду даем, есть все. Документы есть, как выяснилось, только на словах. Составляется очередной материал. Правда, выяснить наличие пестицидов сегодня не смогли. Это должны делать специалисты Центра гигиены и эпидемиологии, у которых приехать не получилось. Для того, чтобы подтвердить качество и безопасность данного товара, производится специально аккредитованная организация, производится отбор проб, по результатам которого выносится решение о том, что данный товар он соответствует всем требованиям действующего законодательства, либо он реализуется с нарушениями действующего законодательства. Без лабораторного исследования остается только гадать, представляют бахчевые опасность или нет. Между тем, в больницы даже сейчас, в самый сезон сочных ягод, поступают люди с отравлениями после их употребления. Переизбыток химикатов в бахчевых может оказать токсическое воздействие на желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистую и нервную системы. Какие симптомы могут быть при отравлениях? Это тошнота, рвота, боли могут быть в эпигастральной области, диарея, также общая слабость, повышение температуры. Эти симптомы могут быть схожи и с нашей новой коронавирусной инфекцией. Так что например, при покупке этих арбузов или дыни в основном просьба не покупать при таких например, на дорогах продаются, там много нитратов получается. При покупке тщательно мыть проточной водой с мылом арбузы и дыни. Несмотря на то, что период с августа по сентябрь считается лучшим временем для покупки бахчевых, опасность отравления сохраняется. Поэтому специалисты рекомендуют обращать внимание на условия их реализации и требовать от продавцов документ лабораторного исследования. Зелимхан Калоев, Хасмагомед Майсигов, Новости 24.